الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Восхваляем Всевышнего Аллаху Субханаху ва Тааля, который достоин всех наших похвал. К Нему обращаемся за помощью, и у Него просим прощения совершенных грехи, и к Нему мы прибегаем от зла наших душ и наших дурных поступков. Тот, кого Аллах Субханаху ва Тааля наставил на истинный путь, то никто не ведет его заблуждением. Тот, кого Аллах Субханаху ва Тааля ввел в заблуждение, то никто не сможет наставить на истинный путь. И я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, который един и нет у него товарищей. И свидетельствую, что Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, его раб, его посланник. Амма ба'д. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иншааллах, продолжим изучение сборника хадисов Абу Дауда, рахимахуллах. Китаб ат-Тахара, первая книга, книга очищения, глава 49. Бабун фир раджули юдхилу ядаху фил инаи кабля ан ягсилаха. Глава о человеке, который засовывает руку в сосуд с водой, прежде чем вымыть руки, имеется в виду кисти рук. То есть, можно это или нельзя, если человек засунул руку, погрузил в воду, вода станет чистой, или же, то есть останется чистой, или же вода становится неджисом. То есть дело касается о ситуации, когда человек берет омовение, скажем, не из крана, а из, скажем, ведра, таза, какого-то сосуда, где вода набрана стоит, потому что если из крана берем, то данный хадис не касается, данный хадис уже не используется. И сказал Абу Дауд, Сулейман ибн Аш'аф ас-Силистани, рахимахуллах, قال حدثنا مسدد ابن مصرحد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش Сулейман ибн Махран ан Аби Разин ва Аби Салих ан Аби Хурайрата, известный сподвижник, Абдурахман ибн Сахар, радиллаху анху, قال, сказал, قال Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, إذا قام أحدكم من الليل, если один из вас, скажем, встанет ночью, и как сказано в одном из риваятов, если один из вас проснется, то есть ночью, то есть после сна, фала ягмис ядаху фил инаи, то пусть он не погружает свою руку, то есть кисть руки, в сосуд с водой, хатта ягасиляха талята марратин, пока не вымоет кисти рук 3 раза, то есть вне сосуда, не внутри, то есть не сразу 2 руки. Мухаммад запретил. Если есть сосуд, человек проснулся, поспал, нужно взять тахарат, сначала нужно вымыть кисти рук снаружи. То есть не погружать обе руки внутрь сосуда с водой, а вымыть руки вне сосуда. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي, так как он, то есть не знает, так как человек не знает, أَيْنَ بَتَتْ يَدَهُ, где находилась его рука. То есть хадис приводится также в сборниках Бухари, Муслима и во многих сборниках хадисов. Как было сказано, то, что если человек проснулся, поспал, то ему Пророк Мухаммад салям данный хадис запрещает погружать руку внутрь сосуда
и объясняет тем, что человек, скажем, не знает, где находилась его рука, когда он спал. Поэтому, хотя здесь приводится и слово «ночь», но также и любой сон, и дневной сон, так ученые относят, что если человек поспал вообще, хоть днем, хоть ночью, ему желательно вымыть руки вне сосуда. И потому что, почему сказано ночью, так как человек спит ночью обычно, так ведь? Чаще всего человек спит ночью, чем днем. Поэтому и пророк Мухаммад указал слово «ночь». Слово «ночь». И также некоторые ученые, как сказал имам Навави, рахимахуллах, что положение данного хадиса касается не только того, кто поспал, а также каждого, кто сомневается в чистоте рук. Если человек, скажем, хочет брать омовение и не знает, руки чистые, не чистые, значит, получается, ему желательно помыть руки снаружи. Кто поспал, проснулся, и тот, кто сомневается в чистоте своих рук, также желательно мыть руки вне сосуда. Если будете брать тахад на даче, в другом месте, где нет крана, так где таз, ведро и так далее, то вот в этой ситуации нужно поступать таким образом. И хотя здесь идет запрет, но ученые сказали, что имеется в виду желательно так поступать, то есть это, скажем, не фарс мыть руки вне сосуда, а то есть мандуб, желательно. Это мнение большинства ученых. И только в масхабе имама Ахмада, рахимахуллах, сказано, что руки мыть фарс обязательно. Остальные масхаба сказали, что руки мыть желательно. И одно из объяснений этому хадису приводится в некоторых книгах, как сказал Шафи и другие ученые, то, что жители Хиджаза, то есть арабы, жители Мекки, Медины, тех краев, они делали истинджа камнями. То есть у них воды было мало, бумаги в то время еще не было, трава у них не растет, поэтому единственное, что можно было использовать для истинджа, это камни, то есть и их, скажем, где они живут, обычно бывает жарко днем или в летние периоды, и когда человек спал, он мог потеть, и, скажем, там у него истинджа он брал камнями, не водой, поэтому что-то оставалось. Человек, когда спит, мог там руки трогать разные места во время сна, поэтому, скажем, их руки, скажем, чаще всего оказались, что хоть немного наджиса оказалось на руках, поэтому пророк Мухаммад салям сказал. Это одно из объяснений данного хадиса. И, как было сказано, то, что это является желательным, по мнению большинства ученых, и не является обязательным. Потому что, почему желательно? Так как то есть наджис, то, что он есть, не точно. Сомнение есть. Может есть, может нет. Поэтому, если наджис точно есть, то есть без сомнений, тогда мыть обязательно. Если человек уверен. А когда человек не уверен, значит, это не может быть фарзом. Это может быть только максимум желательным. Это, похоже на другой хадис, что посланник Аллаха ﷺ сказал: когда один из вас проснется после сна, поспав, пусть высморкается 3 раза. В другом хадисе сказано, кто проснется, Мухаммад сказал ему, пусть он высморкается, получается, возьмет в нос воду и, потом уже эту воду выведет из носа, то есть прочистит свой нос 3 раза. فَإِنَّ شَيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَشِمِهِ, так как шайтан ночует в его носу, внутри носа, в его ноздрях. Поэтому такой хадис тоже приводится в сборнике имама Муслима, рахимахуллах, достоверный хадис. И все ученые единогласны в том, что в том хадисе сказано, что нужно споласкивать нос, это желательно, не фарс. Там, конечно, есть спор между учеными. Почему? То есть говорят, что обычно там грязь собирается, то есть нужно поспал человек, чтобы легче дышалось. Некоторые говорят, что там на самом деле шайтан ночует. То есть некоторые ученые принимают буквально, некоторые принимают именно по смыслу, что чистота, то есть очищение носа от грязи. Так, то, что скопилось во время сна, поэтому очистить и будет легче человеку, чище. Потому что тем больше шайтан же любит грязь, это удаление грязи, которое, скажем, делает то, что шайтан не любит. Поэтому удаление того, что делает то, что шайтану не нравится. Поэтому это является желательным. То есть, и там, говорят ученые, то есть, и после сна мыть руки вне сосуда, и после сна прополоскать нос является желательным, не является, скажем, фарзом, не является обязательным.
И даже если человек поспит, он засунет руки в сосуд, забыв, то это, если там, из того, что налить он не видел, поэтому вода станет чистая. Просто это, скажем, или это может быть, первое объяснение, второе, что это, скажем, поклонение, Аллах приказал. Мухаммад приказал, поэтому как айбада, поклонение, которое, скажем, ночью помыть руки нужно. То есть не важно, там чистые, нечистые, а помыть их желательно вне сосуда. Вот как приводится в данном сосуде, в данном хадисе, то есть 3 раза. Вот как было сказано, то что, еще раз, это касается, если человек берет не из крана тахарат, а берет тахарат из какой-то там посуды с водой. Ведро, таз и подобные вещи. Следующий хадис, похож на этот хадис. Здесь 3 хадиса в данной главе. Они, в принципе, похожи между собой. Хаддасана Мусаддад, хаддасана Айса ибн Юнус, А'маш, Абу Салих, Абу Хурайра, то есть те самые передатчики. Ан Наби саллаллаху алейхи ва саллям, яни бихадаль хадис, этот самый хадис, каля, там сказано маратейн саляса. Здесь сказано, что 2 или 3 раза. Там было сказано 3 раза помыть, здесь сказано 2 или 3 раза, одно из 2. Скажем, 2 или 3, это же, скажем, сомнение кого-то из передатчиков. Кто передавал хадис, он забыл. То есть там 3 или 2, поэтому он не понял точно, поэтому сказал, что 2 или 3, но большинство ученых говорят, что приводится 3 раза. Большинство передатчиков говорят, что вымыть нужно желательно руки вымыть 3 раза вне сосуда. И последний хадис в данной главе такой же, можно сказать, хадисана Ахмад ибн Амр ибн Сарх, ومحمد بن سلمة المرادي قال وبسكزالي حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي مريم قال, который сказал سمعت أبا هريرة يقول, я слышал, как Абу Хурайра говорил, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, я слышал, как говорил посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم, إذا استيقظ أحدكم من نومه, когда проснется один из вас после сна, здесь сказано уже день и ночь, так должна была ночь сказано, здесь просто когда проснулся. Получается, любой сон, хоть дневной, хоть ночной, фаля юдхиль ядаху фил инай, пусть не засовывает руку, то есть не погружает руку внутрь воды, не ставит руку в сосуд с водой, хатта ярсиляха талат марат, пока не вымоет руки, получается, вне сосуда 3 раза, то есть кисти рук, пока не вымоет их 3. Фа инна ахадакум ля ядри айна батат ядаху, так как один из вас не знает, где находилась его рука, когда он спал ночью, ау айна канат яттатуф ядаху, где-то рука у него когда бродила, то есть где рука у него, то есть ходила, бродила внутри, то есть во сне, где находилась, человек не знает. Поэтому подобных хадисов, которые были до этого. То есть 3 хадиса привел Абу Давуд, просто они все, чуть-чуть разница есть. Там есть ночь, здесь день. Там ночь, здесь не сказано день и ночь. Поэтому без этого вытекает разногласия между масхабами ученых. То есть хадисы, в принципе, разные, поэтому вытекают и разные мнения у ученых из одного слова в хадисе. Возможно, и разногласия между масхабами. Далее автор приводит следующую главу, бабу сифату вудуй наби саллаллаху алейхи ва саллям. Глава об описании омовения посланника саллаллаху алейхи ва саллям. То есть глава, где приводится о том, как сподвижники показывали, объясняли, каким образом совершал омовение посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. То есть именно как тахарат берется. Омовение с начала до конца. Здесь приводится, здесь много хадисов, 20 хадисов приводится. Нет, там передатчики одни и те же, но они повторяются, некоторые из передатчиков. قال حدثنا حسن ابن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق ابن حمام قال حدثنا معمر ابن راشد عن الزهري محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري большой великий ученый ислама عن عطاء بن يزيد الليثي известный таби'ин ученый عن حمران بن أبانا со слов Хумрана ибн Абана Мауля Уthман ибн Аффана, который является, то есть вольноотпущенник Уthмана ибн Аффана, то есть это бывший раб Уthмана ибн Аффана, Хумран ибн Абан, и он попал в плен к мусульманам во время правления Абу Бакра, и Уthман его купил и освободил. Поэтому называется Мауля, то есть вольноотпущенник, и впоследствии Хумран стал одним из больших ученых Медины. Бывший раб, который
был там у сподвижников, он стал одним из ученых Медины, то есть и мухаддисом, ученым хадиса, который передал множество хадисов. Каля, который сказал, то есть Хумран ибн Абан, раайту Усман ибн Аффана, я видел, как Усман ибн Аффан, ради Аллаху анху, то есть третий халиф, родившийся в Мекке, из племени Курайш, из рода Бану Умайя, который родился после года слона через 6 лет. На 6-й год, то есть через 6 лет после года слона, то есть на 6 лет был младше посланника Аллаха, и принял ислам одним из первых, то есть когда посланник Аллаха призвал к исламу Абу Бакр, радаллаху, Абу Бакр пошел к Усману, и также сделал ему дават, призвал к исламу, и Усман принял ислам там же. То есть, получается, сразу же почти после Абу Бакра. И когда он принял ислам, Усман ибн Аффан, то посланник Аллаха отдал за него замуж свою дочь Рукайю, и они оба переселились сначала в Эфиопию, Хабаша, затем вернулись в Мекку, затем переселились также, то есть муж с женой, в Медину. И когда умерла его, то есть жена Рукайя, когда посланник Аллаха был в походе на Бадр, когда они возвращались, уже дочь Рукайя похоронили. После этого посланник Аллаха отдал замуж за Усмана свою вторую дочь, Умму Кульсум. Кульсум, поэтому его называли Зун-Нурей, обладатель двух светов, да, то есть двух светочей, и Кнур. Так, два света, поэтому называли Зун-Нурей, потому что был женат на двух дочерях посланника Аллаха. И когда умерла и Умму Кульсум, то Мухаммад сказал, что если бы у меня была третья дочь, то я отдал бы за тебя и свою третью дочь. И Пророк Мухаммад обрадовал Усмана радаллаху раем еще при жизни. То есть это один из 10 сподвижников, про которых Пророк Мухаммад сказал, что Усман будет в раю. И после смерти Умара ибн Хаттаба радаллаху, то есть после убийства Умара Хаттаба, Усман был выбран халифом, и ему присягнули понедельник, последний день месяца Зуль-Хиджи, 23 года по хиджре, и он был убит в пятницу 18-го Зуль-Хиджа, после намаза Аср, в 35 году по хиджре, и был похоронен, то есть в субботу, то есть ночь субботы между Магрибом и ночным намазом, и Айша, то есть в Хаши Каукаб, то есть это сад был, который еще не входил в Бакы, кладбище, то есть, получается, который Усман купил и как бы расширил Бакы. Поэтому могила Усмана сейчас известна примерно, там где-то внутри, там, да, самая дальняя она находится, то есть как бы, от всех могил, здесь обычно все могилы в Медине, то есть Сахава находится здесь впереди, Усман могила там подальше. То есть он сам купил землю, и сам там сад был, и расширил кладбище Бакы, и там же был похоронен в свое время. То есть ему в это время было 82 года. То есть Усману в это время, когда его убили, то есть там была фитна же была, ему было 82 года, ну, Усман запретил его защищать. Сахаба хотели защищать, потому что в Медину приехали много людей, которые требовали справедливости, по их мнению, и напали на дом Усмана, и его убили в доме, и он запретил кому-то вмешиваться, чтобы никто там не пострадал за него. И Абдулла ибн Салям, радаллаху, сказал, что, скажем, когда умрет Усман, говорит, я боюсь, что откроется дверь, то есть фитны, которая не закроется до судного дня. И так на самом деле после смерти Усмана, то есть там фитн стало много среди мусульман, и они будут продолжаться вплоть до судного дня. Это вот Усман ибн Аффан радаллаху, то есть известный сподвижник, третий халиф, обрадованный Пророк Мухаммад салям раем еще при жизни, то есть дважды взять так, посланник Аллаха салям. То есть сказал Хумран, что я видел, как Усман ибн Аффан тавадда, совершал омовение, то есть совершал омовение, и он полил, то есть воду из сосуда 3 раза, то есть на кисти рук, и вымыл их трижды. Получается, здесь, когда не засунул руки, а как был сказано, то есть поливал, да, снаружи. То есть, получается, там право-налево будет сказать риваяты, то есть полил руки и вымыл их снаружи сосудом, кисти рук трижды.
Thumma тамадмада, затем он прополоскал рот, то есть мада это взять правой рукой воду в рот, и там во рту эту воду там немного там, поводить там право-лево, да, скажем, пошевелить ее, и потом эту воду выплюнуть. Вастенфера, и он также, то есть высморкался, получается. Здесь слово истенфер используется, потому что то есть, то, что уже воду, взять воду в нос с правой рукой, потом уже левой рукой ее там вывести. Поэтому здесь слово истенфер это, скажем, высморкаться. Где-то сказали, ребята, то, что он взял воду, скажем, втянул воду. Потому что если втянул же, все равно она там не останется, нужно же вытаскивать, да, то есть высмаркивать. Поэтому некоторые хадис приводится просто высморкать сразу, то есть как бы сокращая. Понятно, что он ее в нос взял обязательно. Вагасаля, то есть здесь и сказано, то есть сколько раз, да, рот и нос, количество раз не упоминается в данной риваяте. Вагасаля ваджхаху талятан, затем он вымыл лицо 3 раза. То есть лицо это то, что видно человеку, сидящий напротив, вольшван. Это мы обычно говорим, что от верха лба, то есть место, где начинают расти волосы обычного человека, и до подбородка низа, то, что видно человеку, и между 2 ушами. Это считается как граница лица, чтобы все это необходимо было мокрое полностью, ничего не оставалось сухого. Угасаля едаху льюмна или аль-мирфаки. Затем он вымыл правую руку, то есть до локтя 3. Здесь сказано до локтя, как сказано и в Коране, но имеется в виду, что локтя не входит. То есть правую руку моем, то есть до локтя получается локоть, который есть кость, да, вступающая на сгибе, ее нужно вымыть. Получается, включая локоть. Поэтому, хотя сказано иля до, но нужно понимать, что вместе с локтем. Поэтому большинство ученых говорят, что локоть мыть нужно. Там только некоторые пару ученых, которые не согласны с этим, говорят, что до локтя, значит, локоть не входит. То есть такие ученые тоже есть, потому что они взяли иля, то есть до получается граница. Другой человек, то, что пророк Мухаммад салям проводил руками по локтю, то есть, когда здесь иля означает вместе с локтем. Поэтому вымыл правую руку, то есть с локтем, выше локтя чуть немножко, то есть изгиб руки 3, то есть 3 раза вымыл руку правую. Фумаль юсра, затем вымыл левую руку, также, то есть миталиков, таким образом. То есть 3 раза вымыл руку, получается, включая локоть. Фумаль масаха расаху, затем протер голову. То есть не сказано, как протирал голову, получается, протер голову, скажем, и не сказано 3, значит, получается 1 раз. То есть не сказано количество, поэтому в основе, если не сказано сколько, означает протер голову, то есть 1 раз. Это мнение большинства ученых. То, что голову протираем 1 раз, только в масхабе Шафи'и есть мнение, что протираем голову 3 раза. То есть 3 масхаба говорят, что по 1 разу протирается, то, что моем 3 раза, а то, что протираем по 1 разу. И только имам Шафи'и сказал, что 3 потирается, потому что есть такие риваяты. Иншаллах, здесь тоже будут риваяты, слово 3 будет. Поэтому вот такое же. То есть откуда вытекает разногласие? Потому что хадисы есть. И такие хадисы приводятся. То есть и одни ученые будут эти хадисы, другие будут другие хадисы. Предпочитают. То есть из-за этого выходят и разные мнения среди ученых. Хотя вот хадисы здесь же не приводятся. Потер голову, то есть получается здесь, значит, всю голову, да, в основе уж. В основе потер всю голову. Потому что, в принципе, в хадисах пророк Мухаммад приводится, что он протирал голову целиком, полностью, в основном, чаще всего. Поэтому то, что протирать всю голову желательно, это мнение всех ученых, всех масхабов. А количество, то есть, фарс протирания головы, там немного есть разногласий есть. Тоже имам Шафии приводит, то, что просто протер немножко, масхаб Шафии четверть головы, а Малик и Ахмада протираем всю голову. Но пророк Мухаммад потерял обычно целиком. То есть, если имеется в виду голову, то есть волосы, так ведь. Если слово расун, имеется в виду место, где растут волосы. То есть потеряем, получается, волос. Или там, если нет волос, получается место, где они растут. Поэтому когда это место тогда, когда вот сюда, до сюда, это и есть голова, которая потирается. Волосы. Или место, где растут волосы обычно. Затем он, пророк Мухаммад, вымыл правую, то есть стопу 3 раза, то есть правую ногу, то есть до щиколоток вымыл 3 раза. Здесь сказано, до куда здесь, потому что сказано то, что стопа, да, то есть кадам это вот стопа, да, нижняя часть ноги. Вымыл 3. Обычно говорят, что вымыл, то есть до щиколоток, то есть включая щиколотки. Это вот 2 кости, которые выходят так, 2 выступают внизу ноги, да, то есть там, где стопа, там с голенью там соединяется в этом месте, эти вот 2 косточки, которые выступают, это и есть щиколотки. Значит, их включая вот до сюда ноги моются, как приводится в аяте, или ка'бейн.
Фумаль юсра митадарик, затем Пророк Мухаммад вымыл, то есть левую ногу так же, как и правую, одинаково, то есть трижды. Фумакаль, затем сказал Усман ибн Аффан, Раайту Расулла салям тавадда митла вудуи хада. Я видел, как посланник Аллаха салям совершал омовение, подобное этому омовению. Такой же, как я. То есть, вот как я совершил, он делал так же. То есть, я повторяю вам действия посланника Аллаха салям. Фума, затем Пророк Мухаммад салям сказал, Ман тавадда митла вудуи хада. Кто совершит омовение, подобное моему омовению, сказал Пророк Мухаммад салям. Фумма, затем после этого, когда полное омовение, салля ракатейни, он совершит двухракатный намаз, ла юхаддиту фихима нафсаху, то есть не давая волю в намазе своим мыслям, которые у него возникают в голове, гафар Аллаху азза ва джалля лаху ма тақаддама мин дамбихи, тогда Аллах субхану простит ему предыдущие грехи. Простит ему Аллах субхану то, что предшествовало из его грехов. То есть хадис приводится в сборниках Бухари и Муслима и в сборниках Насаи, хадис Усмана ибн Аффана от Хумрана. То есть вот условия прощения грехов, совершение полного омовения, как совершал посланник Аллаха саллям, затем совершение 2 ракат намаза, и чтобы в этом намазе человек не давал волю мыслям, так получается, мыслям мирским. Потому что мысли все равно возникают, то есть человек не может не думать. Если каждый человек не думает, невозможно, потому что каждый человек думает. У каждого человека в голове мысли возникают, особенно в намазе. Поэтому имеется в виду, что если мысли возникают, их нужно просто отрезать, закрывать. Если человек даст волю мыслям, которые какие-то мирским, да, то тогда получается он уже не выполнен. Если касается ахирата, какие-то полезные мысли, то есть касается религии эти мысли, в намазе человек будет думать, то тогда, иншаллах, если человек будет думать, про смысл Корана, то читается, и смысл зикров, который он читает, эти мысли недозволены. А когда человек будет думать про какую-то болезнь, работу, машину, детей и так далее, вещи, и будет, когда мысли появляются, он будет в нее погружаться, то есть будет ее развивать, тогда, получается, он не выполнен. Поэтому то, что не думать человек не может, но он может мысли свои контролировать. Получается, имеется в виду, что человек будет стараться не давать волю своим мыслям. Как касается чего-то мирского, вот тогда полный тахарат, 2 ракат намаз, и только думать об ахирате, то есть не думать о дуне в этом намазе, тогда Аллах субхану ва тааля, как награда, прощение всех предыдущих грехов, имеется в виду грехи маленькие. Имеется в виду, то есть ас-сагаир, маленькие грехи, а не кабаир, небольшие грехи, потому что известно то, что в некоторых риваятах есть, кто скажет, что если не совершать большие грехи, и также, исходя из принципов ислама, то, что большие грехи нуждаются в тауба, покаянии. То есть маленькие грехи, их стирает поклонение. То есть тахарат, намаз, и так далее, их стирают, мелкие прегрешения. А большие грехи, аль-кабаир, такие как тахарат, намаз, они не могут их уничтожить, стереть. Для этого необходимо, то есть тауба, необходимо покаяние отдельное совершать. Поэтому тахарат легко, намаз прочитать легко, а вот не давать волю мыслям в намазе, это посложнее. Посложнее, потому что обычно шайтан же приходит, это его работа, чтобы нам всякие мысли подкидывать. Просто он подкидывает, а мы их сами развиваем. Поэтому он просто нам подбрасывает, напоминает какие-то вещи. А мы, уже расслабляемся и поддаемся волю. Даемся волю и эти мысли развиваем. Начинаем думать об этих вещах. Поэтому виноваты мы сами. То есть он просто нам уже бросает мысль, а мы их, эти мысли развиваем. Мы им, поддаемся. Мы их, о них начинаем думать, поэтому нужно с этим бороться. То есть сложно, но это возможно. То есть каждый намаз, получается, после появился, я в намазе все остановиться. Понятно, что ты будешь останавливаться, он будет всякие, то есть разные, все, что тебе интересно, все, что ты забыл, все, что ты хотел сделать, все будет приходить. Самое интересное, самое нужное, будет именно в намазе будет человек будет вспоминать, чаще всего. То есть самые гениальные мысли приходят в намазе, то есть не намаза сложно, а в намазе шайтан все тебе напоминает. Все, что тебе нужно и не нужно, все, что тебя будет отвлекать, он пытается напомнить. Поэтому, если будешь бороться с этим, сможешь победить, тогда, иншаллах, после каждого раза, получается, взял тахарат, прочитал намаз после тахарат сразу, тогда, иншаллах, будет причиной прощения грехов, совершенных до этого. Поэтому данный хадис, он является основой в омовении. Хадис Усмана, Хумрана, то,
то, что, скажем, основа, скажем, один из самых основных хадисов в данной главе. Далее Абу Дауд приводит другие версии данного хадиса. То есть хадис, скажем, Усмана радаллаху, но приводит он другие версии, другие риваяты этого самого хадиса. Потому что хадисы тоже, но сахабы иногда приводили что-то больше, что-то меньше, да, что-то там полностью, что-то кратко приводили данный хадис. قال حدثنا محمد ابن مثنى قال حدثنا الضحاك ابن مخلد قال حدثنا عبد الرحمن ابن وردان قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني حمران قال رأيت عثمان, он сказал, что я видел, как Усман ибн Аффан тавадда'a, совершал омовение, и он упомянул подобный хадис. То есть, тот же самый хадис, получается, просто другие передатчики, скажем, передал и упомянул подобный хадис, но он не упомянул рот и нос, то есть в данном хадисе он пропустил их. Там сказано, здесь в этом риваяте рот и нос не упоминаются, он их не упомянул, что они были. وقال فيه, и сказал в этом риваяте ومسح رأسه ثلاثا, что протер голову 3 раза. То есть в этом же версии приводится, что он протер голову 3 раза. 3 раза. Поэтому здесь уже, как сказать, то есть разные риваяты. Поэтому то, что Шафии взял 3 раза, есть основа. Есть основа, здесь хадис приводится трижды. Хотя там трижды по-разному объясняется. То есть 3 имеется в виду, или же 3 раза руки мочить, или получается, то есть один раз намочил там, и получается, когда 3 раза сделал. То есть где-то думают, что бывает то, что когда вот так, скажем, сделаешь, то есть когда один раз намочил, и как будто то есть, раз, 2, 3 сделал, как будто 3 считается. Поэтому у Шафии, получается, один раз намочил, протер, потом еще раз намочил руку, протер, потом 3 раза. То есть нужно 3 раза руки мочить и протирать трижды. Хотя, когда в хадис про Мухаммад приводится в других риваятах, что Мухаммад ставил руку на лоб, то есть мочил руки, ставил руки вот на переднюю часть головы на лоб, проводил назад и вперед. Это считалось за 1 раз. Когда не говоришь, что это раз-два, это получается раз-два, потому что ты руку мочил только 1 раз, не дважды. И поэтому считается, и вот так и вот так делал, то есть вниз-вверх. Это тоже 1 раз, то есть не дважды, полголовы. В приводных риваятах тоже указывается, что, скажем, это считается 1 раз, не считается, что 2 или 3 раза эти вещи. Поэтому, скажем, хотя если сказано 3 раза, это, скажем, многие ученые с этим спорят, эту добавку не принимают. Затем он вымыл ноги 3 раза, вымыл ноги, это не сказано право-лево, просто вымыл обе ноги, по 3 раза каждую. Затем он сказал, «Раайту Расулаллах тавадда хакада», я видел, как пророк Мухаммад совершал омовение также, таким же образом. «Вакаля», и сказал потом посланник Аллаха салям, «Ман тавадда дуна хада кафаху», кто совершит омовение, скажем, меньше этого, то есть меньше 3 раз, это будет достаточно. Потому что 3 у нас максимум уже. То есть 3 раза мыть максимум. Скажем, 1 минимум получается, то есть там есть 1, 2, да, там получается 1 есть, 2 есть 3 раза. Сегодня всего 3 варианта имеются. Поэтому кто вымоет не 3 раза, а меньше, чем 3 раза, это, иншаллах, будет правильно, действительно, то есть тахарат не нарушается. Потому что даже если вымыть 4 раза, не нарушается, но это уже будет лишнее. Исраф будет запрещено. Но тахарат с тахаратом. Меньше 3 раз дозволено. Больше 3 раз дозволено, но это является, скажем, нежелательным. Валям едкур амар салаты, и здесь не понимается про намаз вообще. Здесь не сказано то, что он совершил намаз, и там, если человек совершит намаз, не думая о ничем, не думая о мирских вещах, то будет прощено в грехе. В данной риваяте это не упоминается. То есть не сказано в данном риваяте. Поэтому данный хадис, как сказать, то, что показывает, что 3 раза, поэтому как масхаб Шафии, что является трижды, в других масхабах является по 1 разу. И ученые масхаба ханафитцы говорят, что наши масхабы протираем голову 1 раз, то есть всю полностью, то есть голову, там где растут волосы, и 3 раза является макрух, нежелательным. Масхаб Абу Ханифы трижды является нежелательным. Хотя есть ривайат от Абу Ханифы имеется, что Абу Ханифа в одном из своих версий мнений сказал, что протираем голову 3 раза, скажем, одной водой. Скажем, один раз намочив руки, можно протирать 3 раза. Это один из версий Абу Ханифы от его ученика Аль-Хасана приводится. И то, что приводится 3 раза на этих риваятах, сказали ученые, что
в большинстве риваят приводится один раз. То есть в большинстве хадисов, тем более сборки Бухари и Муслима, приводится один раз. 3 приводятся некоторые, поэтому тех больше, чем этих, и те достовернее, чем эти. Поэтому, скажем, правильнее будет повторять один раз, а не 3 раза, достовернее и сильнее по хадисам, по риваятам. А там, где приводятся 3 раза, говорят, что передатчики и не передатчики, они противоречат тем, кто более сильнее, чем они являются. Поэтому, то есть хадисы Усмана, Бухари Муслим, хадис Абдулла ибн Зейда, Бухари Муслим, там один раз. Поэтому они выше, сильнее и достовернее. И бесспорнее то, что протирает голову только, скажем, один раз, а не 3 раза. И когда, скажем, Ибн Хаджар, рахимахуллах, толкование Сахих Бухари, а Ибн Хаджар, он изначально был шафиитом, даже Сахих Бухари, он толкование приводит мнение шафиитские, и ставит их иногда, скажем, самое правильное мнение в толковании хадиса. То есть он сам изначально шафиит, но говорит то, что, скажем, в хадисе имеется в виду 3 раза, не 3 раза руки мочить, а имеется в виду, чтобы вся голова была протерта, ничего не осталось, чтобы руки задели всю голову полностью. Поэтому имеется в виду, получается, то, что 3 раза провести по всей голове. То есть не 3 раза мочить руки, а просто 1 раз намочил и 3 провел по всей голове, чтобы точнее было, чтобы ничего не осталось, то есть место не осталось, которое не коснулась влажная рука человека. Это вот в данном риваяте. То есть вот здесь равенство 3 раза головы, то есть поэтому отсюда и вытекает. Следующий риваят данного хадиса: хаддаthана Мухаммад ибн Дауд аль-Искандарани, то есть из Египта, из Искандария. قال حدثنا زياد بن يونس قال حدثني سعيد بن زياد المؤذن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال, сказал, суиля ибн Аби Мулейката, что Ибн Абу Мулейка, рахимахуллах, был спрошен, его спросили о совершении омовения. Факали, и он сказал: Раайту Усман ибн Аффан, я видел, как Усман ибн Аффан, то есть, получается, другой табиин приводит, я видел, как Усман ибн Аффан, радаллаху анху, суиля ан вудуи, то есть тоже был спрошен, его спросили об омовении, то есть Усман ибн Аффана спросили люди о том, как совершать омовение. Фадаа бимаин, и он попросил Усман, чтобы им принесли сосуд с водой. Он попросил, прямо там, когда просили, он сказал: здесь мне воду. Им принесли сосуд с водой, фаутия, ему принесли бимидоатин, то есть сосуд, то есть для омовения, то есть где было воды, которая хватает только на одно омовение, сосуд. Фаасгаха, и он, получается, то есть наклонил сосуд, аля едихи умна, то есть на правую руку, получается, то есть полил воду, то есть на правую руку из сосуда, левой рукой полил правую руку, чтобы вымыть ее снаружи правую руку. Фума адхаляха фил ине, затем он, когда вымыл правую руку снаружи сосуда, он то есть погрузил, засунул руку в сосуд, погрузил руку в воду, то есть зачерпнул воды из сосуда, и прополоскал рот 3. То есть, получается, взял, то есть воду, то есть 1, 2, 3, то есть 3 раза взял воду в рот и прополоскал рот. Потом он прополоскал нос 3. То есть рот 3 и прополоскал, то есть, дословно высморкался, имеется в виду прополоскал, то есть промыл нос 3. Уагасаля ваджаху талатан, и вымыл лицо 3 раза. Фума гасаля едаху льюмна талатан, затем вымыл правую руку 3, до локтя, до локтя, как положено. Уагасаля едаху льюсра талатан, затем вымыл левую руку также 3. Фума адхаля едаху фаахада маан, затем он опять погрузил руку в сосуд и взял воду, намочил руки, и протер этими руками голову, то есть волосы, и 2 уха. Там не было про уши, там не упоминалось уши, здесь добавляется, везде была голова. Здесь упоминается голову и протер уши, то есть оба уха. Фагасаля бутунахума ва зухурухума. То есть, получается, он, мог рукой, то есть, провел по, то есть, внутренней части, то есть, внутри уха провел, обычно проводится указательным пальцем внутри уха, и внешнюю сторону, то есть, тыльную сторону уха, 1 раз. То есть, намочил, голову потер, и потом, 1 раз провел внутри уха, и 1 раз провел снаружи уха. Приводится в то, что внутри уха указательным пальцем, а снаружи большим пальцем. Каждый, получается, по отдельности.
ثم غسل رجليه, затем он вымыл обе ноги. Затем вымыл обе ноги. ثم قال, затем сказал, то есть Усман, то есть показал тахарат, как совершается перед людьми. Потом сказал, «Эйна саилуна ан аль-вуду», то есть где те, кто спросили меня о совершении омовения, то есть хакада, раайту расулсами того. И вот так я видел, как он совершает. То есть где? Тот, кто меня спрашивал. Видели? Вот так, таким образом, Пророк Мухаммад совершал омовение, как я вам показал его. Здесь получается, когда все то самое, только уши, практически то самое добавляется, просто что он там полил на правую руку, и то, что протер уши добавляется, которое там в тех двух риваятах не упоминалось. Поэтому видите, что когда хадис приводится, но когда что-то все равно упускается. Поэтому один хадис не хватает. Но чтобы хадисов было много, их все собираешь, и там уже получается полная картина. А в каждом поделении какие-то есть отличия. Где-то какие-то есть то, что-то меньше, чуть больше упоминает. Но тот передал, хадис передавали, что запомнили, то и осталось. Так и передавали, то, что выучили. Некоторые вещи, они иногда мы забывали, некоторые вещи там приводят, когда дословно кто-то приводит по смыслу хадиса. Поэтому одного хадиса часто не хватает. Но все равно не с хадисов, чтобы, как я сказал, иметь полную картину. Полную картину о том, как совершалось омовение пророка Мухаммада салям. И каля Абу Дауд, сказал Абу Дауд, ахадитhu Усмана сихаху, то есть хадисы от Усмана, которые, то есть достоверные хадисы, то есть про совершение омовения Усманом, куллуха, все они, тадуллу аля масхи расим аннаху марра. Указывает то, что протираем голову один раз. То есть достоверный хадис от слов Усмана, во всех приводится то, что протираем голову только один раз, а не 3 раза, как сказал Абу Дауд. То есть, так выставляется. فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا الْوُضُوءَ ثَلَاثًا. То есть во всех хадисах упоминается то, что Усман, то есть мыл части тела, то есть мыл там руки, то есть лицо, там, рот, нос, лицо, руки, ноги, там все по 3 раза. То есть обычно то, что моется, то, что гасаль, пытается мыть. Пытается, чтобы было, то есть поливать воду, чтобы была мокрая. Поэтому там, где мыть, там обычно желательно 3 раза. Потому что моем кисти рук 3 раза так, потому что рот тоже нужно мыть, там много воды. Нос мы воду туда там, берем, да, в нос. Поэтому лицо 3 раза, то есть правую, левую руку по 3 раза и правую, левую ногу, да, по 3 раза. Все эти вещи, они, то есть там, где моем, там желательно делать 3 раза. Это, скажем, единогласное мнение ученых в данном вопросе. А там, где протираем, там обычно 1 раз. Потому что там, где моем, нужно, чтобы все было мокрое, то есть ничего не сухого не осталось, да, чтобы там вода даже капала, стекала. А там, где протирается, там нужно, чтобы просто влажной рукой провести. Поэтому там, чтобы не было слишком мокро. А если будем 3 раза протирать, значит там волосы будут мокрые же будут. Как будто будет считаться помыл, а не протер. Поэтому в омовении упоминается 3 раза, то, что Мухаммад салям мыл все по 3 раза, то есть каждой части. Вакалу фи, и сказали, и сказали, протер голову. То есть, если сказано то, что мыл, полоскал рот 3 раза, нос 3 раза, мыл лицо 3 раза, да, мыл руки 3 раза, мыл ноги 3 раза, а сказал, протер голову. Получается, 1 раз. То есть логически понимается, что имеется в виду, если было 3 раза, то сказал 3 раза. Если Усман протер голову 3 раза, то есть было сказано 3 раза во всех риваятах, во всех хадисах, во всех сборниках. Но везде сказано, почти везде сказано 1, только в пару местах сказано 3 раза. Поэтому эти, скажем, пару мест противоречат всем остальным передачам, риваятам данного хадиса. Поэтому не упомянули количество раз. То есть в голове, поэтому, как сказали в других, что указывает логически на 1 раз, а не на 3 раза. 3 раза. Поэтому достовернее правильно, что протирается голова 1 раз, а не 3 раза. Также есть некоторые риваяты, то есть в сборнике Саида ибн Мансура приводится, что Мухаммад салям совершал омовение, и там хадис Усмана приводится, совершал омовение и протер, Пророк Мухаммад совершал омовение, протер голову 1 раз, потом сказал после этого омовения, тот, кто добавит, то есть сделать больше, чем я, то есть Пророк Мухаммад все взял по 3 раза, мыл, а протер голову лучше по 1 разу. И сказал, что кто то добавит, то есть сделать больше, чем я вам показал, факат аса вазалама, получается, скажем, он сделал плохо, и когда поступил плохо, когда нарушил границы шариата. Поэтому Мухаммад протер 1 раз голову, сказал, что кто сделает больше этого, значит, он когда поступил неправильно, плохо, когда сделал зулм. Получается, он приступил к нормам шариата. То есть сделал больше, чем я вам приказал, сделал больше, чем я сказал вам сделать. Также еще один риваят хадиса Усмана, хадасана Ибрахим ибн Муса, قال حدثنا أبو
عيسى ابن يونس قال حدثنا عبيد الله يعني ابن أبي زياد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي علقمة أبو علقمة, который является вольноотпущенником Ибн Аббаса и был судьей в Африке. Анна Усмана, что Усман радаллаху анху, даа бимаин фатавадда, попросил, чтобы ему принесли воду и совершил омовение. Фаафрага биядихи льюмна аля люсра, и, получается, полил, скажем, правой рукой воду на левую руку. Так, получается, правой рукой полил воду на левую руку. Сума гасаляхума иля аль-куай, потом вымыл обе руки, говорит, до запястья. То есть, получается, вымыл правую и левую руку, после этого вымыл 3 раза, нет, не сказать, вымыл, то есть обе руки, или аль-куайн, до запястья. Каля, потом он сполоснул рот и нос 3 раза. Здесь, получается, рот и нос, там был рот и нос отдельно, здесь рот и нос вместе. Поэтому вот одни хадисы упоминают, что рот и нос по отдельности, другие хадисы как будто показывают, что рот и нос вместе можно. То есть, получается, когда мы видели раз, два, три, потом раз, два, три, и получается, когда мы с одной пригоршни, половина рот, половина нос. И то, и другое имеется. Хадисы и так можно понять. И то, и другое хадис приводится. И то, и другое мнение между учеными имеется. Хотя, в принципе, это просто способ же. Поэтому цель у нас, чтобы рот и нос были мокрыми. Поэтому хоть так, это все выполняется. Поэтому это все, средство. Цель является хоть так сделаешь, у тебя рот и нос будут мокрыми, значит, совершил то, что необходимо. А уже способы могут быть разными. Тем более и так понять возможно, то есть во всех этих риваятах. Затем, то есть, получается, вот рот и нос сделал 3 раза, потом упомянул все омовение полностью, где все он омывал, мыл по 3 раза, трижды. Каля, затем протер голову, получается, 1 раз. Затем вымыл ноги. То есть не сказал, сколько раз, но понятно, что 3 раза. Так, потому что ноги у нас моем, значит, они омываются трижды. Вакаля, и сказал, Раайту Расулла саллаллаху тавадда, мислама раайтумуни таваддату. Я видел, как Пророк совершал омовение. Вот то, что вы видели, так же. То есть, как я вам показал, он совершал омовение таким же образом. Полностью. Затем он привел хадис, как был первый хадис. Вот сам первый хадис, который был, почти то же самое же привел. Получается, то есть разница больше небольшая. То, что просто там рот и нос, может, отличается. А все остальное, оно практически одно и то же, как хадис Зухри. Еще один вариант хадиса Усмана ибн Аффана. حدثنا هارون ибн Абдулlah, قال حدثنا يحيى بن آدم, قال حدثنا إسرائيل ابن يونس عن عامر بن شقيق ابن جمرة عن شقيق بن سلمة قال, который сказал, رأيت عثمان بن عفان, я видел, как Усман ибн Аффан غسل ذراعيه ثلاثا, вымыл, получается, свои предплечья, получается, руки до локтей. Зирагун, то есть предплечье, часть до руки, получается, по-русски зирагун называется, по-русски предплечье, то есть вымыл предплечье, каждый, получается, то есть, руку до локтя, вымыл каждый по 3 раза. И потер голову 3 раза. Здесь вот 2 раз приводится голова трижды. Затем сказал, Раайту Расуллаху я видел, как Пророк совершал так же. То есть, также здесь опять-таки есть разница именно, только руки 3 раза моем. Здесь все совпадает, здесь просто уже голова 3 раза. Хотя бы сказать то, что некоторые риваяты, они, тем более, есть передачи, которые немного спорные, и они противоречат другим передатчикам. Поэтому, когда пару мест 3 раза, когда 15-20 мест приводится 1 раз. Поэтому то, что 15 раз, оно сильнее, чем то, что сильнее и достовернее, чем те, которые приводятся, протирать голову по 3 раза. 3 раза. Это, по-моему, все, да. То есть это вот здесь останавливаются риваяты со слов Усмана ибн Аффана, то есть его совершение омовения, сразу сподвижник табиинов. Далее идет حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير со слов عبد خير ибн Язид قال, который сказал, Атана Алиюн, когда он говорит, приехал Али ибн Абу Талиб, имеется в виду, приехал в Куфу город. Приехал в город Куфу, как будет сказано дальше.
وَقَدْ صَلَّى فَدَعَى. И он, говорит, совершил намаз. То есть приехал Али, и он, говорит, совершил намаз в мечети, имеется в виду, скажем, намаз, утренний намаз, то есть недавно совершил утренний намаз, и после намаза он попросил, чтобы ему принесли сосуд с водой. То есть тахат, есть тахат, намаз прочитал недавно, значит тахат у него еще имеется, но попросил, чтобы ему принесли туда в мечеть прям сосуд с водой, то есть битагурин, факульна, и мы, говорит, сказали, то есть, или, скажем, мы, говорит, подумали, или когда сказали друг другу, то есть, кто там сидели в мечети, люди, Маясна битагури вакат салля, то есть, зачем ему нужен вода, говорит, он же намаз только что читал. Потому что намаз далеко такой, да, достаточно намаз далеко. Утренний намаз, до зуха, до обычного времени много бывает. Получается, зачем, что делать с водой? Он же только что намаз совершал. Ма юриду илля ли юаллимана. Сказать, что он, говорит, нас хочет научить. Получается, зачем нужна вода ему? А для того, чтобы нам показать. То есть обучить нас омовению, скажем, как совершать омовение. То есть на практике. Не на словах, а именно в действии, чтобы они видели, как он совершает омовение. Сделал специально, намеренно. То есть намеренно попросил воды, чтобы показать, как совершать омовение. Жукуф лежат от Медины далеко, поэтому там в основном люди, которые, когда они при ислам, не видят сподвижников, не видят пророка Мухаммада, поэтому им нужно показать, как совершается омовение. Поэтому они поняли, что он это делает для обучения их. И мы принесли, говорит, сосуд, в котором была вода, говорит, и таз, да, слово таз, да, принесли, получается, таз с водой. То есть принесли ему таз с водой для совершения омовения. И он, говорит, полил воду и сосил на правую руку, то есть, просто наклонил, получается, когда еще вода вылилась на правую руку, затем вымыл руки трижды. Тоже не стал руки внутрь, да, сразу, а вымыл кисти рук вне сосуда трижды. Затем он сполоснул рот, и высморкался, то есть сполоснул нос, 3 раза. И прополоснул, то есть рот, и то есть исполоснул, промыл нос, скажем, то есть рукой, скажем, которой он брал воду, да, получается, правой рукой, которой он, скажем, зачерпывал, да, скажем, воду из сосуда, и получается, то есть правой рукой, поэтому это является желательным, то есть сунна, брать воду в нос и в рот, правой рукой, это является, то есть сунна желательным, а можно посмаркаться, является желательным делать левой рукой, потому что это чистая вещь, это считается очень немного грязная вещь, потому что все-таки из носа обычно выходят не всегда приятные вещи для человека. Затем он вымыл лицо 3 раза, затем вымыл правую руку 3 раза, затем вымыл левую руку 3 раза, затем он, получается, засунул руки в сосуд, то есть намочил руки, и потер голову 1 раз. Затем он вымыл правую ногу 3 раза, затем вымыл левую ногу 3 раза. Затем он сказал, Али ибн Аби Талиб, радаллаху анху, ман сарраху, то есть тот, кого, скажем, то есть кого обрадует, то есть тот, кого, скажем, кто желает, кто хочет, скажем, то есть получить радостную весть, скажем, аньяляма вуду Расулаллаху, знать, как совершал омовение посланника Аллаха, это вот так. То есть, кто хочет знать, кому нравится, как делать, значит, получается, вот так совершал, как я вам сделал, вот то, что тогда совершал, то есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Хадис приводится у Насаи и Тирмизи и других. Это вот хадис второго сподвижника, хадис именно Али ибн Талиба, то есть хадис Али ибн Аби Талиба, здесь приводится у нас, вообще приводится, где это было, приводится, по-моему, от 6 сподвижников, приводит Абу Дауд, приводит там от 6 или 9 сподвижников. Здесь вот Осман был, там, здесь теперь Али. Там что значит будет несколько сподвижников. Пример одинаковый тогда. То есть у всех приводится примерно одинаковое описание. Здесь тоже, здесь уши нет тогда. Здесь голова есть, а уши нету в этом риваяте. Поэтому что-то всегда, оно есть, но иногда оно упускается, не говорится в этих хадисах. Еще один риваят.
Абдухайр у него приводится от него 1000. Несколько риваят приводится от его. Ну, еще хотя бы один, да, возьмем. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة بن قدامة قال حدثنا خالد بن علقمة الحمداني عن عبد خير قال صلى علي الغداة что Али радхиаллаху ибн Аби Талиб совершил утренний намаз, ثم دخل الرحبة, затем, когда он вошел, то есть одно место в Куфе, это не мечети, получается, было тогда, после намаза вне мечети, когда какое-то определенное место, там, определенная площадь определенная в городе Куфа. فدعا بماء, и попросил, чтобы ему принесли воду. فأتاه الغلام بإناء فيه ماء, ему принес один, то есть мальчик, слуга принес ему сосуд с водой, вот таз, и привел, получается, таз, да, принес ему. قال فأخذ الإناء بيده يمنى, он, Али, взял сосуд правой рукой, فأفرغ على يده يسرى, и полил с правой рукой на левую руку, то есть воду. وغسل كفيه, и вымыл кисти рук, вымыл обе кисти рук 3 раза. То есть полил, и потом так поливал, помыл, да, 3 раза вне сосуда. Затем потом засунул руки, погрузил руки, то есть погрузил правую руку, то есть в сосуд с водой, и прополоскал рот 3 раза. То есть правую руку взял, зачерпнул воды и прополоскал рот, то есть 3 раза. Затем, получается, сполоснул, втянул воду в нос, сполоснул, промыл нос 3 раза. Потом привел хадис, похожий на хадис Абу Аван, который был до этого. Затем он протер голову, мукаддамаху, то есть переднюю часть, и заднюю часть 1 раз. Маратом, получается, перед и зад протер, получается, переднюю часть и заднюю часть, затылок, протер голову 1 раз. 1 раз, как приводится в хадисах, то, что поставил, когда руки намочил, обе руки, поставил на переднюю часть, то есть на лоб, да, то есть провер ими когда назад, то есть до затылка, и потом вернул на место, откуда начал. Так и приводится в риваятах, Пророк Мухаммад поставил руки, провел назад ими до затылка и вернул туда, откуда их начал, то есть наперед. Поэтому это считается как 1 раз протирание головы. Здесь сказано то же самое, да, в данном риваяте. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ابن حجاج قال سمعت, я слышал Малик ибн Гурфута, قال, сказал, سمعت عبد خير, я слышал Абду Хайра, قال, сказал, رأيت عليا أتي بكرسين, я видел, как Али принесли как стул, место, на котором сидят, принесли, то есть стул, то есть какую-то скамью, чтобы он мог на него сесть. فقعد عليه, и Али сел на эту скамью, то, что им принесли. ثم أتي بكوز, затем им принесли сосуд с ручкой, то есть куз это то есть какой-то кувшин, там, да, то есть сосуд, у которого есть ручка, с ручкой, с водой. فغسل يده, и он вымыл, то есть руку 3 раза, здесь сказано право-лево, да. Затем он тамадмада, затем он прополоскал рот вместе с промыванием носа 3 раза, то есть одной водой. Получается, выливается то, что он, получается, одной водой сделал и в рот, и в нос, да, одновременно. То есть пол воды в рот, пол воды в нос. Потом воспросишь, потом уже выплевываешь. Здесь сказано, что одной водой, получается, одну воду взял и оба действия совершил вместе. 2 в 1, получается. В Закре хадисе потом упомянул хадис. Вот как до этого было все то самое же, да? Здесь уже получается только в этом разница. То, что нос, рот отдельно или же вместе. Вот получается, риваят они и так понимают, и так приводятся по-разному. Вот, из-за этого возникает разногласие. Видите, то, что один то, что то есть, от Али Осман, да? А риваиты разные. Поэтому, когда ученых принимали, поэтому из этого между учеными возникали разногласия. Тот взял, что голова 1 раз, тот взял 3 раза, если хадис, да? Тот сказал то, что рот нос отдельности, тот взял, что, скажем, рот нос вместе. И все это вот приводится, хадис, одни и те же хадис приводятся, в одних и тех же сборниках. Просто между ними есть некоторые разногласия между данными хадисами. Ну, здесь он еще не все, там же дальше будет, скажем, как закрепление, да? Закрепление, поэтому Абу Дауд привел много хадисов, где приводится описание омовения Пророка Мухаммада разными сподвижниками. Поэтому, иншаллах, на следующей неделе, иншаллах, и продолжим, иншаллах, уже, скажем, вот здесь от Али и от других сподвижников.
принципе, будет, наверное, будет повторение того, что было. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20. Еще 21 хадис, только омовение с разными риваятами. Здесь у нас сегодня еще было, чтобы 10 только было. Поэтому Абу-Дауд привел. То есть все, что собрал, все, что нашел, он сюда соединил. То есть в этом сборнике. То есть описание омовения, то есть как мы совершенствуем, так, да, то есть, в принципе, то же самое, да. Там некоторые есть свои нюансы, там, отличия, но основа у всех одинаковая. То есть там ничего нового не приводится. Бисмилля у нас было до этого сказано уже. То есть, там бисмилля там отдельный хадис приводится. То есть здесь, да, здесь не сказано. Здесь не все, поэтому это хадис приводится основное. То есть все, что видно. Бисмилля, может, не слышно было, они говорили, просто не слышно было, поэтому не все есть. Где-то есть, есть там, да, где-то есть там уши, есть не тогда, поэтому так же. Уши тоже не все приводятся, почти не приводятся уши, да, там пару местах было. Поэтому хадисы показывают примерно, но не все полностью. Надо еще другие хадисы брать. Еще больше этого нужно собирать, чтобы иметь полную картину, представлять себе. Надо. Просто не все поминают. Просто, когда сказать голову, значит, когда уши само себе разумеется, наверное, был, да. Поэтому и так все знают, что уши протирать нужно. Поэтому как бы не все сахабы упоминали. Хотя протираются, наверное, да. Ну, может, он делал, может, забыли, может, там он не сделал, возможно, потому что, то есть, уже большинство ученых тоже сунна, не фарс. Это не обязательно считается. Поэтому уже, то есть хадисы разные, поэтому и мнения ученых вытекают разные из данных хадисов. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 الله أكبر الله